Были пленарные заседания, то есть по темам научным. А начало было в Кремлевском дворце, как обещали? Да, в начале концерт был большой, очень долгий, немножко утомительный, конечно. Но всем понравилось, конечно. Шикарно все. Там Зюганов выступил, замолвил словечко за нас, пчеловодов. Алексей, оборудование было или только были выступления? Какое-то оборудование представлено было? Значит, выступления были, потом много было оборудования, то есть польское, украинское, российское. Ну это, конечно, нужно видеть все. Множество недогонок. С Украины, с Белоруссии кто были? С Белоруссии? Ну, пчеловодов только могу сказать там, кто будет. Ну, Гращенко там был. Ну, есть сборник докладов, там они указаны. Да. Не сборника ни у кого? Вроде бы. Вот. А, вот. Я оставлю. Да, в библиотеке. Да. Библиотеке. Я вам вообще оставлю, подарю, у меня как бы есть возможность. Хорошо, ну давайте Кто библиотеке захочет, подарим. может ознакомиться. Много лекарств, ну, видов лекарств было представлено. Это китайские там полоски, ваньши тоже там были, можно было купить. Сейчас, кстати, они тоже очень популярны стали, особенно в Белоруссии. Может, слышали кто-то? Нет? То есть сейчас можно на Алиэкспрессе купить китайские полоски. Называются ваньши. От клеща. Действующее вещество флюметрин, кажется, там. Но ни одна страна не сертифицировала эти полоски. Да. Поэтому Ну, уже испытано уже. Испытано, но не сертифицировано. То есть по клещу сильно действует. А ты пробовал? Я нет. Сказали, лучше не рисковать. Вот я там был. Понятно. Ну да, немножко там пчела гибнет, конечно. Китайцы нужно- друзья? Почему не рискнут? Хотя бы одна сторона не Ну, сертифицировала. там еще полоски были Да, инструкции, такие экологические, чистые. Там на основе эфирных масел тоже можно заказать у них А из докладов научных что? доклады. И там, конечно, очень много апитерапевтов выступали. Да. Там еле будет, что пчела это не только мед, это все остальное. Там. Но как это продавать, конечно, не сказали. На той секции. Да. То есть они рассказывают то, что основной доход можно получать не только с меда, а хотя бы там на апидомиках, там сон на ульях, там ингаляции все эти. Ну это надо татарином родиться. Ну да, как это, конечно, заманить клиентов на это дело, это очень сложно. Почему родиться? Можно объединиться с татарином? Да. То есть, Единственный татарин. Нет, почему? Захочет, ты все сделаешь, а деньги будет он брать. Я в Киеве работаю. Есть такое дело. настойка огневки тоже, личинок. Но не только личинок, еще таких экскрементов тоже ПЖВ. широко используется. Экскременты в чем? Да. То Нет. Нет, Моль. не пчела, а этих. Личинок бабочки. Да, личинок бабочек. Да, вот эти вот черненькие. ПЖВМ называется. ПЖВМ, как-то так называют. Продукты жизнедеятельности восковой моль. Ну, а для чего они применяются? Ой, там, знаете, В основном комплекс туберкулез вот и такой так далее. В основном туберкулез, да? В основном-то, да, туберкулез, Понятно. по-научному если. И не туберкулез. А так, конечно, он Начинает мощный, адаптогенно действует, действие, иммунный стимулятор там. Ну, там очень много всего, я не знаю всего этого. Да нет, дело не в этом. Ну, чтобы Алексея Васильевича отпустить, спросим, как нынче урожай, как пчелы, Точно. как опыление. Опыление, ну мед так, средний, килограмм 20 нам семьи. Туберкулезные палочки. Немного очень мячу. Вот туберкулезные палочки. Но опыление. Семян сказали, что это не важно. Почему-то. Хотя, конечно, пчел было много на полях. Опыление должно было быть хорошее. Ну, не знаю. А есть вопросы еще, Алексей. И меньше, что броились. А? Как меньше, что броились. А меньше, что появились? Давайте Это потом. долгая тема, Это да. потом, не надо. Спасибо, Алексей. Значит, Татьяна Николаевна, Может, я с места тут как? можно. Давайте я И с места. Светлана тоже что-то скажет. Меня зовут Татьяна Николаевна, я у вас впервые. Всем здравствуйте, я начинающий пчеловод, первый сезон. Мне удобнее будет людям как раскрывать, посмотреть, можно, да. Значит, эта история была в сентябре, с 10 по 13 сентября. Действительно, такой форум впервые в России.
Открытие было, совпало с Днем города Москвы. Вот кто там знает, подтвердит, было шикарное открытие во Дворце съездов. Всех зарубежных гостей Москва удивилась, все были сначала насторожены, надо ли ехать в Россию проводить такой форум. Все почему-то боялись России. Ну, короче, помпа была большая. Про открытие уже сказали. Значит, затем работа разделилась на две секции. Значит, это была секция пленарные доклады, серьезные научные делали все у нас, оказывается, столько институтов по России занимаются пчеловодством, как выяснилось. Вот. А вторая секция была апитерапия, где люди вот практики приехали, очень как бы интересные доклады были. Ну вот я сидела практически все время на пленарных докладах, на апитерапию пошла только в последний день. Тоже как бы вот могу сказать, что интересные доклады, все они есть вот, по крайней мере, тезисы вот в этой книжечке, которую я оставлю. Были выступления иностранных пчеловодов, где они делились как раз вот практическим опытом. И не только вот Болгария, Словакия, которые как бы совсем от нас европейские далекие страны. Но мне понравилось, как Казахстан выступал, Узбекистан. Вот там действительно государственные программы, там действительно серьезные проекты в Казахстане проект государственный по переселению семей в северную часть, они Казахстан осваивают северную часть. И там вот каждому желающему государство как субсидию просто вот дает бесплатно, вот тебе пчелосемьи, вот тебе ульи, вот тебе, значит, там, ну то есть фантастика для нас, вот то, что мы слушали, а там вот как раз руководитель этого проекта выступал. Узбекистан, у них поддержка на президентском уровне, вплоть до того, что вот не просто вот как мы с вами ждали, когда закон примут, и его не приняли, да. Там каждый месяц президент лично посещает вот это общество пчеловодов, у них большущая база под, рядом прям со столицей, у них там выделены земли, то есть он курирует эти вопросы, они выводят свою пчелу, у них большие перспективы, вот Узбекистан это точно серьезные как бы вот замашки. Узбекистан. И опыление, и в общем у них серьезные научные разработки, как бы там подходят не просто вот на любительском уровне, как у нас. Ну, в России отрасли нет, а как бы вот любители пчеловоды объединяются по регионам, где они находятся. Сибиряки очень активно себя продемонстрировали, там Томская область приезжали и с докладом выступали, и на выставке представили себя. Естественно, Татарстан, вот, ну вот завидоваться, какие дружные там пчеловоды, у них общество пчеловодов, никаких особых условий, у них от государства тоже нет, у них своя инициатива и свой вот этот вот коллектив пчеловодов очень дружный, и они вот этим коллективом решают многие свои вопросы. Башкирия, естественно, вот была там рядышком с нами. Выставка сама проходила в Сокольниках, в павильоне. В павильоне было пространство, ну как бы, наверное, квадратов 2000 это точно было. Приезжала Лысонь, много места было занято их оборудованием, где можно было подойти, там с переводчиками все они рассказывали. Из наших, прям буквально в центре стояла фирма, которая занимается Агробиопром, вот всеми лечебными материалами, все для лечения пчел, для работы с ними по роению, по улучшению работы самого пчеловода. Вот здесь вот есть буквально, я вам оставлю тоже это все, это про каждый у них препарат, здесь кратенько написано, что, чего и как, вот от чего. Но вплоть до того, что вот у них появились такие средства, как предназначенные для того, чтобы привлечь рой, допустим, да, там стоп-моль, вот, ну, все, наверное, где-то их слышали, видели. Вот, волшебные холстики, которые вместо пчелоудалителей используются, вот тоже как бы были такие представлены, там крем Апистоп, которым обрабатывает руки, лицо, там пчеловод и работает без маски. Ну то есть вот по препаратам таким химической промышленности, которые, ну, спорные, конечно, но тем не менее, по крайней мере на практике все ими пользуются, уж пластинками это точно. Вот. Потом, что касается, что еще было интересного на выставке, если по пленарному, вот как бы я сказала, там можно почитать будет, из АПИ, вот секции, был интересный, ну ведь все знают, что АПИ препараты это все БАДы, ни одного медицинского такого вот лицензированного препарата нет, это все БАДы. И чтобы они стали медицинскими, должен пройти определенный регламент исследования этих препаратов. Наши коллеги, украинцы, смело используют на человеке эти препараты. Их это нисколько не смущает, международные все
ну, запретные такие мероприятия. Они рассказывали о том, как они используют маточное молочко в детском лечебном учреждении, где больные дети проходят вот курсы лечения этим маточным молочком. Я так думаю, что вот они ближе всех к выходу на лекарственные препараты. Вот. Все остальные как бы имеют ограничения государственные и так далее, а вот они смело очень идут к этому. Вот. По выставке еще, что было очень интересного, были ульи представлены, деревянные и ППУ. Ну, поскольку я сама интересуюсь ППУ, я на это обратила особое внимание. Вот здесь тоже есть несколько рекламных проспектов уликов этих. И новость такую хочу до вас довести. Вот здесь в газетке есть статья о том, что готовится уже и скоро будет запущен огромный завод в России. Фирма «Лусонь» у нас вышла на наш рынок, который будет производить дешевые, как они говорят, ульи, но только ППС, полистирольные. Не ППУ, а ППС. И вот заявляется, что это будет практически революция. Вологде, да? Под Вологдой. Под Вологдой. Уже у них цеха построено, оборудование завезено. Сайт вот, есть. да. Примерный прайс это не озвучивали? Ну пока у них, по-моему, еще Есть сайт рано. Вологодский, посмотрите. Да, там есть все это. Вот главное тебе отметить, это под Вологдой. Лысонь туда въехала. Как бы со всеми ногами туда и полностью будет этим заниматься. Вот. Так что на эту выставку, конечно, съездить было интересно, если у тебя есть конкретная цель. Вот любой человек, если вот есть у него какой-то вопрос, он по своему вопросу едет, и он полезное там обязательно найдет. Если просто посмотреть, то это поглазеть, конечно, смысла не было ехать. Я туда ехала еще посмотреть и для себя взять новые технологии в пчеловодстве. Меня как физика по образованию интересует это электронные средства контроля. То есть контрольные ульи не просто на весы допотопные бух, и там плюс-минус килограмм-полтора, да, а это электронные весы выставляются на 4 точки. Это диагностика полностью идет влажности, температуры, и все это удаленно передается на электронное устройство. Вот две московских фирмы уже далеко хорошо продвинулись, и они уже готовы вот распространять свою продукцию. Вот, но это вот и те, и другие, одни в Подмосковье, не помню сейчас вот, а вторые прямо... В очках такой седовласый. Ну, Было, нет? Ну да, в очках, они там половина в очках и седовласые. В общем, я У него сын считаю... занимается, он распространяет. Да? Так, спасибо вам. Спасибо всем. Еще кто-нибудь вопрос, может быть, Если затаил? вопросы есть? Финансирование как там было? Какие пчелы? Ездили, как финансирование было? Лично Кармана, Очень. Началась, попробовала, алтайский меда попробовала, различные. Дальневосточный попробовала, липовый мед. Он вообще отличается от нашего. Вот. Он вообще другой, да. Дальневосточный, да? И вот они прям борются, чтобы их липовый мед тоже раньше ценился. Да. Ну, я для себя вот отметила некоторые технологии, которые буду внедрять в наше производство.